Приветствую зрителей телеканала Freedom. В эфире программа «Стратегия свободы», в которой мы знакомим вас с лидерами коренных народов и регионов так называемой Российской Федерации, которые выступают за независимость и свободу от Москвы. Сегодня у меня в гостях один из лидеров башкирского национального движения Руслан Габасов. Руслан, здравствуйте. Здравствуйте, Кирилл. Руслан Габасов, башкирский общественный деятель, руководитель комитета Башкирского национального движения «За рубежом». Родился в 1979 году, окончил исторический факультет Башкирского государственного университета. В конце 2021 года вместе с семьей покинул РФ. Со временем стал одним из инициаторов создания Лиги свободных наций. В России признан иноагентом. Руслан, вы один из лидеров башкирского национального движения и публично, открыто уже много лет выступаете за независимость вашей республики, Республики Башкортостан от Москвы. Как вы считаете, при каких сценариях, при каких обстоятельствах может произойти распад этой последней империи в Европе? Хороший вопрос, одновременно сложный. Лично я давно утверждаю, что катаклизмы начнутся, необратимые процессы распада именно со смертью Путина. То есть, вообще они начались с момента, когда Путин начал полномасштабную войну против Украины, вторгнувшись на ее территорию. Это уже запустило все механизмы, но именно процесс сам распада, большой смуты, как я называю, и часа X, то есть наступит именно, наверное, скорее всего, после смерти Путина. Вполне возможно, могут быть еще разные варианты, такие как, допустим, повторение марша Пригожина, да, что-то такое, путч какой-то. Если это будет дворцовый переворот, условно, с табакеркой, да, и шарфиком. Революция какая-то, возможно, большая, массовая. Но на эти все, скажем так, варианты я даю очень маленькие шансы. К сожалению, оппозиция вся задавлена, элита присягнула Путину и боится его. То есть сегодня власть в стране персоналистическая держится только на одном человеке, на Путине. И мы видели, как он продавливал свое решение войны, навязывая Совету Безопасности, как они все перед ним дрожали. Поэтому вся власть держится на нем, а под ним уже различные башни, так называемые башни Кремля, у каждого свои интересы. И с его смертью, со смертью Путина, когда все посыпется, эти все башни Кремля друг с другом начнут, скажем так, сражаться за власть. Кадыров, например, он непосредственно только лоялен непосредственно Путину, и с его смертью он уже не будет никому подчиняться, он будет свою игру вести. Тот же самый Минниханов, если говорить о региональных царьках, так называемых. И сами внутри между собой, мы знаем, ФСБ воюет с МВД, Ковальчуки с Ротенбергами и так далее. Если мы возьмем эту идею о независимом Башкортостане, скажите, пожалуйста, что непосредственно делается в этом направлении и в самой республике, и башкирами, которые сейчас находятся за рубежом? Самое основное, я считаю, на сегодняшний момент, что возможно, это в первую очередь, конечно же, поддерживать Украину, которая борется, как говорится, и за вас, и за нас, и желать ей победы и быстрейшего поражения России. Это в первую очередь. Во вторую очередь, для того, чтобы Республика Башкортостан стала независимым государством, нужно, чтобы ее жители этого хотели. К сожалению, многие годы нахождения в Российской Федерации, плюс эта пропаганда, она многих наших национально ориентированных, свободолюбивых башкир превратила либо в манкуртов, либо в людей, которые аполитичные, говорят, что нам не надо ничего этого, да, мы более-менее нормально живем, да, плохо, ущемляет, но жить можно. И только через пропаганду сегодня можно привести народ к тому, чтобы он захотел стать независимым государством. Этим мы и занимаемся. Мы внушаем людям, объясняем им, что независимость лучше, чем зависимость, что в России нас ждет только смерть, как народа, и приводим примеры яркие тому. Поэтому, как говорят сейчас модное слово деколонизация, я считаю, что деколонизация должна в первую очередь пройти в головах людей. И я считаю, что на данный момент мы успешно с этим справляемся. И если еще 3 года назад о независимости мало кто говорил, то сегодня, к счастью, об этом говорят практически многие. Я держу пульс
руку на пульсе, как говорится, и знаю, что там происходит в самой республике. Я знаю, что там практически все говорят о независимости, на кухнях перешептываются, потому что открыто об этом говорить невозможно. Но в любом случае об этом говорят, особенно молодежь. Руслан, недавно проект «Чужая война» опубликовал свое исследование, из которого становится понятно, что в Башкортостане погибших на так называемой СВО уже более 5000. И здесь я хочу немножко оговориться. Речь идет только о тех, чьи имена и фамилии сумели исследователи доказать. То есть мы понимаем, что эта цифра в разы больше. Как эта развязанная война Путиным против Украины отразилась в первую очередь на вашем народе, на башкирах? К сожалению, да. Буквально недавно Республика Башкортостан перешагнула отметку в 5000 официально подтвержденных, а неофициально явно больше. Для сравнения, за 10 лет войны в Афганистане с Республики Башкортостан погибло только 335 человек. Вот. Сразу тоже надо здесь отметить, что из этих 5000 это не все башкиры, конечно же. Республика Башкортостан – это очень большая республика, больше 4 миллионов населения в ней проживает, и 1/3 из них башкиры. И, естественно, учитывая, что это мужчины репродуктивного возраста, и, конечно же, это будет сказываться на нашей демографии в будущем, естественно. Это последствия той колониальной политики, которую ведет Москва уже многие годы, скажем так, заставляя участвовать башкир в тех или иных войнах, которые она постоянно вела веками. Мы участвовали в первой войне с Наполеоном, Первая мировая война, Вторая мировая война, Афганистан и так далее, и так далее. Как, в принципе, и все другие покоренные народы, которые когда-то были в составе, сегодня свободны, то же самое принимали участие в различных войнах. В этом году погибших из Башкортостана уже более 600 человек. Там также в этом исследовании есть интересные данные о том, откуда мобилизируют больше всего в Башкортостане. Это люди из сел, деревень, как раз оттуда, где проживает в основном коренное население, непосредственно башкиры. Самая большая численность там, конечно же, в 2 городах, это Уфа и Стерлитамак, наши самые большие города. А тогда в основном население из районов, потому что у нас очень сложно с работой в районах, и люди обманутые во многом. У нас, к сожалению, очень было много мобилизованных, у нас больше 30 тысяч забрали по мобилизации. Это тоже в основном с районов. Я буквально недавно, где-то полгода назад ездил в Украину, встречался с военнопленными из нашей республики Башкортостан, записывал с ними интервью. И общаясь с ними, многие из них действительно были обмануты. Как обмануты? Допустим, человек говорит, что он строитель, ему говорят, ты поедешь восстанавливать мосты. Все. Он подписывает контракт, едет, ему вручают автомат в руки, он пошел воевать. Другой говорит, с ним такой случай был, он пьяный попался за рулем. Ему сказали, либо у тебя срок 2 года, либо ты подписываешь контракт, поедешь возить продукты питания на буханке. То есть на линии фронта тебя не будет. Он подписывает контракт, и ему дают автомат, все. Просто люди не понимают, политически неграмотны, юридически неграмотны. Они не понимают, что, подписав контракт, ты продаешь свою душу и тело к своему вышестоящему начальству. И вообще не факт, что тебе военком у себя на родине, в своем селе скажет, что ты будешь там-то или там-то, утки таскать, или продукты питания возить, или что-то охранять, какой-то склад. Нет. Ты не зависишь от этого военкома. Как только ты подписал контракт, ты зависишь от непосредственно своего командира, который может отправить тебя куда угодно. Далее мы поговорим о стратегии свободы для будущего независимого Башкортостана, но перед этим давайте посмотрим небольшой сюжет о вашей республике. Республика Башкортостан, субъект Российской Федерации, столица город Уфа. Под влияние Московии башкиры попали после завоевания Казанского ханства в 1552 году. В 18 веке принимали активное участие в восстании Пугачева. После распада Российской империи Башкортостан вошел в состав СССР, а в 1992 году республика стала частью Российской Федерации. На ее территории есть месторождения нефти, природного газа, угля, меди и цинка, золота, каменной соли, а также качественного цементного сырья.
Руслан, вами разработан и опубликован проект будущего независимого Башкортостана. Я изучал этот документ. Сможет ли в будущем независимый, свободный Башкортостан быть успешным экономически, в первую очередь, и обеспечивать своих граждан? Несомненно, Республика Башкортостан – один из самых богатейших регионов Российской Федерации. И в 90-х годах, когда у нас был относительный суверенитет экономический, в первую очередь, конечно же, и тогда мы оставляли у себя большинство доходов от республики, оставляли у себя, и предприятия нашей республики, когда еще не были скуплены московскими олигархами, тоже приносили доход в республику, то наша республика была регионом-донором, входила в десятку регионов-доноров, которые обеспечивали не только себя там, да, но и другие регионы, соответственно. Мы занимаем 9-е место по добыче нефти в России, наша Республика Башкортостан. Мы занимаем 1-е место по количеству, первое место по переработке нефтепродуктов. У нас 3 крупнейших нефтеперерабатывающих, нефтехимических заводов в Европе. У нас огромные залежи меди, природных ресурсов различных, золота, газа и так далее, железа. Мы производители единственные в России пищевой соды. У нас более 70% кальцинированной соды мы производим. У нас свои металлургические комбинаты. Мы производим вертолеты, мы производим автобусы, троллейбусы, авиационные двигатели. В общем, у нас очень хорошо развитое машиностроение, сельское хозяйство. У нас много природных ресурсов. Поэтому я уверен, плюс у нас большой человеческий капитал. У нас достаточно умное население, у нас достаточно много, как я сказал, 4 миллиона. Я более чем уверен, что мы сможем вполне достойно жить, потому что, учитывая, что есть сегодня многие страны, которые вообще не имеют никаких природных ресурсов, допустим, та же самая Литва, да, где я сейчас живу, никаких природных ресурсов, кроме песка, нету морского, но отлично живет, очень неплохо. Вы вспомнили про 90-е годы, что относительно была еще такая, экономическая свобода. А какая ситуация сейчас? Если, допустим, в каких-то соотношениях, какую часть своих ресурсов, своих доходов республика отдает в Москву? Точнее, Москва забирает у республики. Практически 70-80% наших доходов Москва забирает. У нас остаются крохи. И то даже этих денег у нас более-менее еще хватает. Мы достаточно, в первые 20-ки, наверное, регионов все-таки мы входим. Забирает, как я сказал, 70-80%. Плюс все крупнейшие предприятия нашей республики скуплены, как я сказал до этого, московскими олигархами. Допустим, наша Башнефть куплена Роснефтью. Ей управляет Сечин, который, допустим, по его настроению, один год он может там полностью выплатить дивиденды нашей республики, нам 25% принадлежит, акции еще Башнефти, остальные 75% они Роснефть. Он один год может выплатить дивиденд, другой год может не выплатить полностью, да, и это очень существенно влияет на бюджет нашей республики. То же самое Салават нефтерхсинтез, его купил Газпром, это крупнейший нефтехимический комбинат. То же самое БСК «Сода», у нас буквально его Ротенберги купили. УМПО, который производит авиационные двигатели, Ростеху принадлежит, Сердюков. И так далее, и так далее. Можно перечислять, Башмедь, принадлежит Казицыну. Все скуплено. В плане экономической политики предусматриваются ли какие-то проекты для того, чтобы вернуть это все, в первую очередь, народу Башкортостана? Все те предприятия, которые были уведены у республики незаконным путем, конечно же, мы их вернем обратно, мы национализируем и вернем обратно в собственность республики. В дальнейшем будет произведена честная приватизация, но над всеми стратегическими предприятиями республики 50%, 50 плюс 1 акция будет сохраняться за государством, за нашей республикой. Плюс другие какие компании, если они будут у нас работать, добывать природные ресурсы, они обязаны будут вкладываться, в инфраструктуру того района, где они будут добывать природные ресурсы. Они обязаны будут брать на работу население, они будут обязаны платить налоги. Мы в своем проекте прописали, что каждый житель Республики Башкортостан
будет получать ежегодный доход с продажи, переработки наших природных ресурсов. Как это сегодня получает житель Аляски, допустим. Да, там $3000 ежегодно он получает. Это вполне хорошая сумма, я считаю, для поддержки наших жителей. Мы знаем, что Башкортостан, по сути, это уникальная республика, уникальный народ, имеет свою культуру, свой язык, но в то же время мы видим отношение Москвы к коренным народам, к их культурам, к их языкам. Фактически геноцидальная практика. Сегодня идет самый настоящий лингвоцид. Это убийство языка со стороны государства, убийство языков, да, но в том числе, конечно же, и башкирского. Башкирский народ – крупный народ, у нас 1,5 миллиона, мы 4-й по численности народ в Российской Федерации, и у нас язык был очень сильно развит. Еще буквально при Рахимове 25 лет назад у нас в школах с 1 по 11 класс было обучение полностью на башкирском языке, и такие точные науки, как там физика, алгебра, геометрия, химия, все изучалось на башкирском языке. Сейчас этого ничего нету. Первый удар был нанесен в 2009 году, когда ЕГЭ можно было сдавать только на русском языке. Соответственно, после этого остались школы только до 5 класса на башкирском языке. В дальнейшем всех переводить начали на русский язык. Это очень сильно ударило. Потом в 2017 году, мы помним, когда Путин сказал, что другие жители, для которых не родной язык, не обязаны изучать его в обязательном порядке. Хотя в Республике Башкортостан, как и в других национальных республиках, наш башкирский язык является таким же государственным языком, и он равноправен русскому абсолютно. Но вот русский язык ты должен изучать обязательно 5 часов в неделю, а башкирский ты можешь изучать только факультативно. Вот, если хочешь, там нужно писать заявление от родителей, что я хочу изучать. Но это очень унизительно для самих башкир, которые в своей родной республике должны писать заявление, чтобы их дети изучали свой родной язык государственный, еще раз повторю. Поэтому мы в своем проекте прописали в будущем, что единственный государственный язык останется только башкирский. Русский язык получит статус официального языка межнационального значения на 30 лет только. Почему на 30 лет? Потому что мы прекрасно понимаем, что наш язык сегодня низведен до кухонного языка, на котором юриспруденция, там, экономика, медицина, все на русском языке. И для того, чтобы нам подготовить специалистов, нам нужно для этого время. То есть иначе, если мы все переведем сразу же на башкирский язык, возможно, мы просто рухнем. Поэтому за 30 лет мы подготовим наших специалистов и откажемся от русского языка навсегда. Вот. В плане культуры то же самое. Все, что не угодно для Москвы, все это подвержено строгой цензуре. Отменяют спектакли, где рассказывается о нашей трагической истории, о восстаниях. Заки Валиди, наш национальный герой, запрещен практически буквально, хотя еще при Рахимове проводились валидовские чтения, приезжали его дети к нам, их встречали с почетом, имя было, там собирались памятник устанавливать Заки Валиди. Сегодня все эти памятники сносятся, запрещается только потому, что он когда-то воевал против России. То же самое происходит со многими другими национальными нашими героями. В школах не рассказывается история башкир только с момента вхождения в Башкортостан, так называемого вхождения, конечно же, на самом деле никакого добровольного не было в состав московского государства. С этого момента, как будто бы до этого у башкира не было никакой истории. Вот. Ну и все выхолощено, вся культура. Нас оставили в виде аборигенов с песнями и плясками для потехи московских гостей, которые приезжают. А вот как бы настоящая культура наша, она пробивается только через, скажем так, индивидуальных наших башкир, которые за свой счет где-то что-то как-то там стараются делать. Руслан, я знаю, что вами также разработан и проект будущего государственного устройства Республики Башкортостан. Это президентская, парламентская республика. Как все будет организовано, администрировано? Да, мы видим будущую нашу республику парламентской, потому что это соответствует духу нашего народа. У нас раньше, скажем так, любые какие-то очень серьезные решения принимались на Курултаях, куда съезжались вожди, скажем, родов наших, да, бии так называемые, и принимали любые решения там, о войне, о мире, там, о разделе земли и так далее. Все принималось коллегиально. Соответственно, парламентская республика, наверное, будет больше отражать дух нашего народа. У нас двухпалатный парламент. Мы собираемся, у нас на сегодняшний момент 54 района, мы их собираемся укрупнять.
И в каждый район будет сами выбирать своего главу и одного представителя в высшую палату нашего парламента, палата кантонов так называемая, где будут приниматься наиболее важные решения. В Нижней палате будут присутствовать депутаты от партий. У нас могут быть любые партии. Все федеральные партии, сразу скажу, мы запретим. Единая Россия и Коммунистическая партия будут осуждены, признаны экстремистскими партиями. Остальные партии федеральные будут запрещены, только будут у нас существовать республиканские партии. Они могут быть любыми. Это могут быть консервативные, это могут быть социалисты, это могут быть национальная партия, татар. У нас, еще раз говорю, у нас многонациональная республика, 1/3 башкир, 1/3 татар, 1/3 русских. Каждый народ может представлять себя в какой-то партии политической, если они пройдут 5% барьер. Президент будет исполнять только представительские функции в основном, но и арбитражные. Всю политику будет вести парламент и премьер-министр. В вашем же опубликованном проекте будущего независимого Башкортостана я увидел информацию и про гражданство Башкортостана. Это планы на будущее, либо уже сейчас представители башкиры в первую очередь могут как-то получить это гражданство таким образом, пускай формально, но тем не менее заявить, что они совсем не русские? Еще раз я повторю, что у нас многонациональная республика, конечно же, да, но мы все равно, у нас будет национальная республика, еще раз, республика Башкортостан, которая названа по имени башкирского народа, носит его имя, и коренной автохтонный народ там только башкиры. Но мы будем строить башкирскую политическую нацию, куда будут входить представители всех народов, проживающих на территории республики Башкортостан. Каждый народ, где он, в тех районах, где он проживает компактно, будет иметь возможность получать образование на своем родном языке, начиная с детского сада, заканчивая институтами высших учебных заведений. Башкирская политическая нация. Но гражданин Республики Башкортостан может стать только тот человек, который даст, скажем так, клятву на верность, принесет присягу на верность Конституции Республики Башкортостан, ее законам, на верность ее территориальной целостности. Человек, который не даст откажется давать такую присягу, он остается жителем Республики Башкортостан, он будет лишен права участвовать в политической жизни и права на безусловный базовый доход, про который я говорил, с природных ресурсов. Немножко что-то похожее на балтийские законы балтийских стран, Латвии и Эстонии, где есть институт негражданства. Там, правда, у них негражданами являются те, кто приехал после оккупации. У нас будут те, кто не даст присягу такую. Каким вы видите этот переходной период с момента получения независимости и до момента, когда уже станет понятно, что государство окрепло, скажем так, стало на ноги? Предусматривается ли люстрация тех, кто служил путинскому режиму? И кем вы видите новые элиты в независимом Башкортостане? Да, у нас тоже все это прописано в проекте. Конечно же, когда наступит час X и Москва начнет бороться за свою власть, в этот момент у нас, скажем, будет образован совет, так называемый временный совет, который возьмет полноту власти в свои руки в республике. В него будут входить все наиболее авторитетные общественные и национальные деятели Республики Башкортостан, которые не были замазаны с этой преступной властью. И будет назначен переходной период, будут назначены выборы в парламент, то есть будут объявлено, скажем так, о том, что могут создаваться любые партии, которые будут уже выдвигать своих депутатов, избираться и так далее. То есть, чтобы был сформирован парламент. Это первое. Конечно же, будет произведена люстрация. Без этого никак, и мы не будем повторять ошибок многих тех государств, которые не провели эту люстрацию, в первую очередь России, когда она в 1991 году не проводила никакой люстрации. Люстрация обязательно будет проведена. После того, как Путин начал полномасштабную агрессию против Украины, мы видим, как появились многие организации, которые консолидируют
на своих платформах представителей коренных народов. Это и Форум свободных государств пост-России, и Лига свободных наций. Мы знаем, что вы активный участник этих организаций. Расскажите о том, на каком уровне сейчас ваши международные отношения, как вы презентуете Башкир и Башкортостан в первую очередь западным политикам, какие связи, контакты налаживаются и каким вы видите будущую внешнюю политику? С момента начала полномасштабной войны в Украине многие национальные движения, национальные лидеры объявили о том, что они теперь будут бороться за независимость, в том числе и наше башкирское национальное движение. И если раньше мы выступали за какую-то там федерализацию, да, обновленную федерацию на равноправных условиях, то с начала войны я уже понял, что никакой федерации уже невозможно, что с этой России надо рвать, как с агрессором. И мы объявили только о независимости. И таких, как мы, практически как начали появляться в каждом народе такие национальные движения, мы объединились в Лигу свободных наций. Туда входит сейчас больше 10, около 15 представителей разных национальных и регионалистических движений. В том числе там есть такие представители, как, допустим, Ингерманландия, да, или будущего там Калининградская республика, Балтийская республика, они себя называют, ну и так далее. Там мы объединяемся, мы, скажем так, ведем переговоры с различными странами другими. Вот, допустим, с Украиной Лига свободных наций подписала с Верховной Радой договор о сотрудничестве. То же самое мы ведем, скажем так, общение с разными странами мира, с их представителями через форум свободных государств пост-России. Этот форум проходит где-то раз в 3-4 месяца в разных странах мира. И я был и в Австрии, и в Японии был, и во Франции был, и в Брюсселе. Вот мы выступали в Европарламенте. Тоже налаживаются контакты, люди узнают о том, кто такие башкиры, кто такие буряты. Потому что действительно народ в Европе, как правило, к сожалению, не знает, что Россия – это многонациональная страна, что есть народы, которые даже по численности больше, чем многие народы Европы. Ну, те же самые татары, да, их практически 5 миллионов. Вот, а башкиры нас больше, чем эстонцев, допустим, да, их всего 900 тысяч в своей республике, но они живут в независимой стране. Поэтому, да, вот мы знакомим со своими проектами, то же самое знакомим, объясняем, что у нас есть все шансы на то, чтобы жить независимо. И когда распался Советский Союз, и 15 республик появилось, а мир от этого только выиграл, потому что появились новые культуры, новые народы, языки начали развиваться и так далее, и так далее. И никаких войн между собой не было. И вот эти все ужасы, там, страхи, как это все ерунда. По поводу внешней политики. Конечно же, да, наш Башкортостан – это в первую очередь тюркская республика, мусульманская республика. И рядом с нами находится большая республика Казахстан, с которой стала 35 лет назад независимым государством. Вот, мы равняемся на них, мы с ними. Ну и вообще мы стараемся, конечно же, следим за сегодняшним, скажем так, подъемом тюркских государств. Вот эта организация ОТГ, так называемая, организация тюркских государств, мы за ними следим. Мы обязательно, когда мы станем независимым государством, войдем в этот союз, потому что нам это выгодно, это наши братья. Ну а также так мы, конечно же, будем поддерживать контакты со всем цивилизованным миром, торговать со всеми. Но скорее, больше, конечно же, да, нам симпатичны наши тюркские страны, с которыми мы будем вести контакты, которые нас, я уверен, в первую очередь поддержат, когда мы станем независимым государством. А если говорить о идее независимости Башкортостана, как к этой идее относятся в первую очередь внутри самой республики? Считаете ли вы, что достаточно тех, кто захочет этого, захочет независимости? Ну, как я говорил в начале эфира о том, что деколонизация должна пройти в головах людей. К сожалению, вот кому 40+, которые выросли там, еще родились при Советском Союзе, они эту идею очень плохо понимают. Многие считают, что это невозможно жить независимо. Просто, понимаете, у людей вот отсутствует вот какое-то расширенное понимание того, что
народы, оказывается, могут жить независимо. И когда мы их начинаем переубеждать, мы им начинаем объяснять. Ну вот посмотрите на Казахстан. На момент, скажем, в 1989 году, последняя перепись Советского Союза, их было всего 39% в своей республике. Сегодня их 70%. Язык укрепился настолько, что там практически 90% казахов полностью в совершенстве владеет своим языком. В школах на казахском языке идет преподавание и так далее, и так далее. То есть Латвия, Эстония, Литва, которые меньше... Литва, вот где я живу, в 2,5 раза меньше нашей республики Башкортостан территориально. Живет прекрасно, все есть, медицина, юриспруденция, там даже компьютеры все, компьютерное обеспечение, программное обеспечение на предприятиях, все на литовском языке. Ну, значит, можно же, когда нам говорят, что вот как вы будете на башкирском языке там, изучать химию, физику, там, преподавать и так далее. Все это можно. Пожалуйста, примеры есть, и мы это объясняем людям, и особенно молодежь, они все хотят, очень много поддержки среди молодежи, среди ученых, среди, скажем, деятелей различных таких активных из Башкортостана, они поддерживают. Не поддерживает только русское население. Почему? Потому что, еще раз говорю, они в основном все имперцы привыкли мыслить масштабами, что вся Россия принадлежит им, а, соответственно, это их дом. Но мы помним это еще из Советского Союза, когда они там, все эти песни, там «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз», когда они считали, что весь СССР принадлежит им. Вот. Где бы они там ни жили, в Узбекистане, там, в Украине или в Литве, они с ними обязаны были разговаривать на русском языке, а если что-то не так, их КГБ всегда поддержит там за спиной. Вот. И вот когда они вот это понимают, да, они, скажем так, борзеют. Да? Поэтому я за то, чтобы Россия распалась, чтобы у русских образовалось свое собственное отдельное государство национальное, где они будут себя чувствовать вот как дома, какую культуру они хотят, пусть они так и живут, вот, но не лезут к нам. И вот те русские, которые не согласны будут с независимостью Башкортостана, уедут в эту русскую свою республику, пожалуйста, с катертью дорога. Как они уехали с Казахстана, как они уехали с Литвы и из других стран, с Грузии и так далее. Противники деколонизации, противники, будем говорить прямо, распада так называемой Российской Федерации часто в дискуссиях и как бы в противовес вам иногда используют некоторые, совсем аргументами их не назовешь, но мысли, да, которыми они делятся. Это, конечно же, то, что в случае распада так называемой Российской Федерации все народы начнут воевать друг между с другом за какие-то клочки земли, за какие-то территориальные претензии Поволжья. Пестрый регион с точки зрения и народов, и национальных республик. Ждет ли Поволжье гражданская война? Ну вот, как я говорил, в 1991 году, когда образовалось 15 новых независимых государств, не было нигде войны, кроме тех, скажем так, субъектов новых независимых государств, где уже русские успели постараться. То есть это Приднестровье, это Нагорный Карабах. Мы знаем, что он еще начался при Советском Союзе, то есть когда говорят, что вот он начался там после распада, нет, он начался еще до распада, соответственно. А так в основном все остальные республики мирно, дружно существовали, там разрешение границ у них было между собой, и все обошлось спокойно. Когда нам говорят, что башкиры обязательно будут воевать с татарами, я так не считаю, потому что мы с татарами один из самых близких, у нас на 95% наши языки схожи. Мы самые близкие народы, у нас очень много смешанных браков, и мы всегда сможем друг с другом договориться, если не будет рядом русских. И при общении друг с другом нам русский язык не нужен. Поэтому наша языковая среда от Урала и до Волги, мы можем обходиться без русского языка, мы всегда сможем друг с другом договориться, еще раз говорю, потому что наши республики, они взаимодополняют друг друга. Одна из таких еще популярных пугалок, я бы это так назвал, это история про ядерное оружие. Вот якобы, опять же, при распаде так называемой Российской Федерации начнется неконтролируемое применение этого ядерного оружия. Какие ваши мысли по этому поводу? И, исходя из этого, в целом, есть ли у вас стратегия будущей безопасности Башкортостана? Но начнем с того, что у нас на территории Республики Башкортостан нету ядерного оружия.
и это очень хорошо, я считаю. Единственное место, которое вызывает напряжение, это у нас есть такая гора Ямантау, Злая гора так называемая, где есть бункер Путина, как его называют. Но этот бункер он начали строить еще при Советском Союзе, и там якобы, это закрытая территория, там закрытый город, Межгорье так называемый, и якобы там город под землей на 300 тысяч человек. В случае там ядерной зимы, какого-то апокалипсиса, там можно будет сохраниться. Там подземные воды, источники воды питьевой, там воздух свежайший, там продуктов запасено там на десятки лет. Вот, но мы собираемся что делать? Мы собираемся этот бункер в будущем, мы его откроем как музей. И со всего мира люди будут приезжать и смотреть, как Путин пытался прятаться в этом бункере. Назовите, 3, к примеру, причины, почему свободный Башкортостан лучше, чем Башкортостан в составе Российской Федерации. Какие плюсы от этого в первую очередь получат башкирский народ и те народы, которые будут проживать на территории республики? Уважаемые жители Республики Башкортостан, в будущем граждане независимого Башкортостана, я хочу сказать, что свобода всегда лучше, чем несвобода. И посмотрите, пожалуйста, на те страны, которые сегодня являются независимыми, свободными, как они под своими флагами выступают на Олимпиаде, на чемпионате мира, как они присутствуют в ООН, как они развиваются, путешествуют по всему миру. Это все то, чего лишена Республика Башкортостан и ее граждане. Мы едем умирать сегодня за непонятные идеи какого-то там деда из бункера и участвуем в войнах, ложим своих людей. За что? Мы с Украиной не граничим, не территориально, да, у нас нет никаких проблем с ними, не было никогда с ними конфликтов. Почему мы должны умирать, воюя против этой страны? Я вообще не понимаю. Не лучше ли жить мирно, не воюя ни с кем, развиваясь, путешествуя по миру? У нас все для этого есть. Мы экономически, скажем так, богатая республика, экономически независимая республика. У нас, еще раз говорю, все есть. У нас красивая природа. Нашу республику Башкортостан называют второй Швейцарией, либо жемчужиной Урала. У нас красивая природа, у нас хорошее сельское хозяйство, у нас хороший промышленный комплекс, у нас огромные природные ресурсы. У нас все есть для того, чтобы мы жили прекрасно. И мы сами должны управлять своей страной. И когда нам говорят, что башкиры не смогут жить независимо, но получается, что вы ставите башкир глупее узбеков, глупее молдаван, глупее армян. Нет, абсолютно. Почему эти народы, многие из них меньше нас по численности, могут жить в своих независимых государствах, почему мы не можем? Этот комплекс неполноценности, его нужно убирать. Этот комплекс неполноценности внушен нам своими вот этими москвичами и русскими, которые нас колонизировали наше сознание и держат нас просто как рабов, и мы полностью просто как верные псы какие-то. Когда надо, идем за них воевать и умирать. Когда зарабатываем, отдаем большинство своих доходов. Но мы же не такие. Мы свободолюбивые башкиры, которые веками боролись против этой империи. Наши предки воевали и боролись. И мы просто обязаны продолжить их дело и осуществить их мечту, стать независимыми, свободными людьми. Руслан, я благодарю вас за этот разговор. Искренне хочу пожелать свободы и вам, и вашему народу. Спасибо большое. Спасибо большое. Я еще раз говорю, украинцы – это нация титанов, которая сегодня всему миру показывает, что свобода – это то, за что нужно бороться. И украинцы прекрасно это демонстрируют сегодня, разбивая русского врага. И мы, конечно же, башкиры, вас поддерживаем. Это была программа «Стратегия свободы». Моим гостем сегодня был один из лидеров башкирского национального движения Руслан Габасов. Если вы смотрели этот выпуск на YouTube, обязательно поставьте лайк, напишите комментарий под этим видео и подпишитесь на YouTube-канал телеканала Freedom. Ну а я с вами обязательно увижусь в новых выпусках «Стратегии свободы» на телеканале Freedom.